нормально, да? Да. Хорошо. Ну все, трансляция пошла. Сейчас мы ждем гостей. Так, девочки, что с ними? Да. Кисточки все готовы. Сейчас, может быть, подойдут. У нас еще 5 минут времени, поэтому гости пусть у нас собираются возле телеэкранов, видеоэкранов. Я здесь рядышком. Потихонечку можно поговорить о том, что у нас уже прошло и каких мероприятий у нас было уже очень много мероприятий. Я в рамках педагогического вернисажа провела открытие выставки, провела концерт новогодний для ветеранов педагогического труда. То есть организован был мной, я не провела, я просто организовывала. Вот. И в ней принимали участие как раз участники педвернисажа. У нас же как бы 3 направления я предложила. Первое направление – это художественное творчество, изобразительное творчество, дизайн. Второе – музыкальное творчество. И третье – методическое творчество. Вот в рамках методического творчества у меня идут мастер-классы. Да? Вот. Это такая немножко необычная форма, хотя для нас она, по-моему, уже сказать, что она необычная, не скажет. Да? Это для нас привычное состояние, что мы проводим мастер-классы. По тому, как 2 года назад проходил педвернисаж, я собрала материалы и сделала сборник. В этом году, наверное, я не буду делать сборник. Вот как я здесь сегодня показала, я делаю просто индивидуальную публикацию каждого из ваших материалов. Да? То есть я позиционирую о том, что вот такой-то, такой-то провел в рамках педвернисажа мероприятия и представляю ваши презентации. То есть презентации я их немножко там дорабатываю, чуть-чуть, очень-очень мало. Там где-то год ставлю. Вообще нужно обратить внимание на правила оформления ссылок. На правила оформления ссылок, да, потому что ссылка... Я посмотрю как раз кадры. Да, я не стала сейчас трогать, потому что я заглянула на те сайты, которые у тебя презентации представлены. Там нужно все-таки есть некие требования при оформлении ссылки. Да? То есть мы обязательно указываем... Ну, никто не говорит, ничего нет. Да, там есть требования, то есть указывается страничка или, допустим, авторская статья сначала. Авторская статья, потом указывается сайт, потом пишется, что это электронный ресурс. И дается вот типа код доступа, и код доступа является ссылка. Да? То есть она оформляется как книга. В книге мы тоже пишем автор, название, потом где она выпущена, каким издательством выпущена. То есть издательство выпуска это и является вот, собственно, то начало, откуда пошло издательство, то есть откуда издался. А для электронного ресурса издательством является электронная ссылка. Да, то есть первая публикация, где происходила первая публикация по электронке. То есть я знаю, что наши коллеги не все это знают, поэтому, конечно, когда мне попадают эти материалы, я их стараюсь поправить и обращаю на это внимание, учу этому. Поэтому, конечно, надо этому научиться, когда мы оформляем электронные ссылки. Да, это самая проблемная вещь, как оформить. Вот это последний. Источники, да, слайд, источники. Вспоминаешь лихорадочно, что, где, когда? Ну, вообще оформление, как в любом научном и научно-методическом или, скажем так, учебном материале. Вот если вы делаете курсовые работы или работы с учащимися, да, вот проектные работы, вы все равно список литературы даете. Список литературы-то я знаю. Вот то же самое, принцип тот же самый, да, идется последовательность. Если вы даете автора и даете сайт, то по автору это последовательность А, Б, В, Г, Д идет, все равно она идет А, Б, В, Г, Д. И то так есть далее. автор, потом идет статья, Да. потом сайт. Сейчас я отвечу на быстренько. Хорошо. Я занята, у меня трансляция. Вот, и поэтому как бы вот таким образом. Ну что, у нас время подошло, да? И давайте мы начнем, потому что время 3 часа, у нас трансляция работает. Мы сегодня, слово дается, как бы я подойду, чтобы меня можно было увидеть. Я не знаю, как видят меня зрители, стану возле экрана. Вот смотрю себя, чтобы меня видно было. Значит, сегодня у нас последний 4-й день Крещенского фестиваля. Кстати, должна вас поздравить. Сегодня Крещенский сочельник.
Мы сегодня готовимся, собственно, к очень важному шагу, да, многие идут окунуться в купель, и поэтому вот сегодня наш мастер-класс, он, собственно, заканчивается. Хотя, может быть, тема не совсем крещенская, мастер-класса. Вот сегодня должна вам представить Светлану Николаевну Прокушу, правильно говорю? Правильно. Прокушу, которая проведет нам сегодня очень интересный мастер-класс, который называется «Ботаническая иллюстрация». Ну, вообще, это очень древний вид изобразительной деятельности, и, собственно, с ботанической иллюстрацией можно столкнуться даже исследователям, потому что все наши путешественники, которые познавали мир и путешествовали по миру, они владели техникой ботанической иллюстрации. То есть это техника исследовательского характера. Она предполагает изучение природного объекта. Поэтому сегодня нам Светлана Николаевна покажет приемы работы, так как для ботанической иллюстрации нужно, опять же, не так уж большой материал. Она расскажет, какие материалы нужны, как их подготовить и каким образом, собственно, с ними работать. Это будет ее задача. Я, как руководитель этого фестиваля, Крещенского фестиваля, просто хочу сделать подарок Светлане Николаевне и подарить, как вот вчера я подарила Анне Витальевне, так сегодня и Светлане Николаевне нашу книжку. Может, нам пригодится. Для чего? Для того, чтобы, посмотрев на эту книжку, можно было свои материалы, свои мастер-классы перевести в область публикации. Да? То есть, чтобы это был материал, который был в печатном виде. Вот, Светочка, тебе такой подарок. Спасибо большое. Я думаю, что он пригодится. Я буду очень рада, что ты будешь пользоваться нашим трудом со Светланой, с Людмилой Геннадьевной, которая нам помогла эту книжку сделать. Вот. А сейчас я слово предоставляю Светлане Николаевне, она нам расскажет, чем мы будем сегодня заниматься. Так, ну, добрый день всем, может, добрый вечер, можно так сказать. Значит, меня уже представили, поэтому сразу тогда начну потихонечку показывать вам презентацию, расскажу о ботанической иллюстрации. Ну, немножко отойду от основной темы, да, то есть почему я выбрала ботаническую иллюстрацию в данном мастер-классе, потому что на самом деле я сама очень люблю рисовать цветы, вообще я люблю в природе цветы. К сожалению, я не все цветы знаю по названиям, но мне нравится именно вот это природное сочетание цвета, формы, фактуры. И иногда, чаще всего, особенно летом, когда у нас идет как раз цветение активное, хочется... Тут я запущу этот чат, да? Можно найти. Да, скинь. Ничего страшного, поднимись сейчас. Через сколько начнется? 6, да? Я еще, ну, в принципе, почти готова. Вы скажете, когда я начну. Сейчас я только включу чат. Что? Какая? Ты хоть мою сохранила? Да. Да, проверим, что будет. Нет, даже там ошибочки еще сегодня исправим. Можно я просто Валиева, наверное, город Инта. Записал. Что, Ну, пока, да. Так, еще что-то. Все. Так, все? Да. Надо садиться уже? Да, Ты присаживайтесь. пойдешь? Да. Можете во все, можно, да, во все. Сделаем, конечно. Что сделать? Во всем Да, сделаем. сейчас 5 секунд сделаем. Просто я настроил. Присаживайтесь, я камеру поставлю, как надо. Можно я это, телефон, прям к носу ноутбук, то я слепая. Ой, а я могу на презентацию перейти, да? Да. Ага, можно еще, пока я свои... Да, конечно. Задержка там у нас просто... А здесь будет что-то, здесь, или где будет чат?
чат, вот я чат открыл, тут будет просто добавляться сообщения. А вы можете спросить сначала, кто присутствует, присутствует, чтобы я потом посмотрела? Где спросить? Вот здесь Нет, текст вообще. микрофон. Вы по очереди будете рассказывать, да? Да. Ну, Мы хорошо. поменяемся Да, местами, поменяемся ничего местами, может, так страшного. будет. Хорошо, чтобы не двигать уже. Все, я могу, да, открыть презентацию? Секундочку еще, пожалуйста, я прицелюсь к камере. И сейчас я еще чекну звук. Не, вы делайте. Это что такое? Так, в общем, на экран показывается вот все, что на экране. То есть, если вы там хотите сайт показать, еще что-то, просто браузер открывайте. Ничего не хотим. Окей. Я ничего не вижу. Только презентация. Можно не открыть презентацию и все. Так. Можно начинать? Начинаем, да? Да. Добрый день, дорогие участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Я очень рада вас, я, конечно, вас не вижу, но я очень рада сегодня буду вас читать, ваши вопросы. Сегодня мы в несколько ином формате проведем с вами разбор олимпиадных заданий. Мы с Ларисой Генриховной постараемся ответить после каждого конкурса. Мы будем ждать ваши вопросы и постараемся ответить на все ваши вопросы. Теперь сразу же вопрос. Присутствуют ли здесь все участники Олимпиады? Инта, Ижемский район, Воркута. Напишите, пожалуйста, плюсик или напишите «Добрый день». Что откуда? Напишите, кто присутствует в чате. Поставьте, Да. пожалуйста, город, в котором вы проживаете. Не показывает видео, говорит. Так, видео не показывает. Презентацию видно? Видите ли вы презентацию? Извините. Там говорят, видео не показывает. Видео не показывает. Да, вообще. Я, наверное, окей нажал сейчас. Начать трансляцию. Сейчас. Я же нажал привет. Сейчас, одну страничку. Ну, то есть не стартанули. Пока районы, пожалуйста, Они напишите. ничего не слышат пока. Они не слышат? Да. О, они ничего не слышали, что я Да. сказала. Еще раз. Снова начнем. Сейчас начну трансляцию. Ну, что такое? Может быть, я пока напишу в чате? Да. В чате-то они, наверное, Да, видят. чат работает. Напишите, что сейчас начнем. Так, сейчас. Где косянка? Так, Да, Есть дальше листочки вишни, вот они, по-моему, красноватые такие, да? Вот. Да, Там есть немножко такой красный, можно оттеночек. Воркута, Инта. Там зеленые идут у нас тоже. Да. Вот цвет хаки можно подобрать, то есть не мешать вот эти цвета. И уже использовать их в работе. Так, дальше следует. Да. Вот. Если там, например, есть дальше листочки, следующее. Так, какие техники мы можем применять, если мы работаем с акварельными красками? Значит, в ботанической иллюстрации, ну вот сейчас, конечно, уже художники больше фантазируют и используют большие варианты, несколько сразу, вернее, комбинированную технику, то есть используют и заливку, и отмывку, и лессировку, и алиприма, то есть здесь можно использовать. Вот здесь, например, вот в этом образце, на этой работе, здесь была зарисовка с натуры тоже, то есть иллюстрация с натуры, Алифу рисовала, то есть получается здесь использовалась, например, прорисовывался вот ствол данной веточки здесь методом заливки, то есть равномерное было покрытие изначально, а потом уже дополнительно добавлялись уже по мере высыхания слоя дополнительные оттеночки. Например, листья вот здесь или вот в этом цветке
вот изображение этого цветка, здесь использовалась техника алибрима. То есть эта техника нужна, вернее, мы делаем очень быстро, для того, чтобы здесь получить плавные красивые перетекания цвета, краски друг друга. Вот, плавные переходы получаются. И также используется еще техника лессировки, то есть когда мы должны получить полупрозрачные оттенки на листьях, например. На листьях, либо там, например, на ягодках. Или детали. Или какие-то мелкие детали, да. То есть мы вот это тут все применяем. Так, ну, отмывка. Лессировки позволяет идти в последующем компоненте от более крупного пятна к более мелкому. Да. И, например, получить какие-то нежные переходы, допустим. И метод отмывки, это, например, если где-то что-то не получилось, слишком большое крупное пятно, яркое, то тогда мы просто отмываем, чтобы оно стало посветлее, либо попробовать немножко объем. И тогда можно использовать этот метод. Так, ну, в принципе, вот... Основное содержание, да, это все. Все готово, да. Теперь можно приступать к практике. Следующее, значит, так, здесь у нас... вот еще пропустила. Хотела еще рассказать про художника Пола Джонса. Это уже современный художник, иллюстратор. Его работы выставляются в мире, в крупнейших музеях мира. Вот здесь на слайде можно посмотреть, в каких. И вот он работает, получается, прям, ну, вот его акварельные работы такие, и он прям прописывает очень точно все вот складки. Хотя совсем ботанической этой иллюстрации не назовешь. Да, да. Мы вот это тут все применяем. Так. Сейчас, секунду. Какие-то глюки Ютуба. Там, конечно же, идут подписи, то есть что является, например, там, черенком, где тычинка и так далее, что располагается. Ну вот. Сейчас создам новую трансляцию и перекину на сайт. Так лучше будет правильно, потому что раз это глючит. В современном мире это вот ботаническая иллюстрация, то есть это уже такой выход на фантазию, на творчество. То есть более расширились границы, например, чем в чистом понимании, как было это раньше, например. Так, ну вот сейчас я здесь завершу показ и покажу вам. Так, следующий. Следующая презентация. Так, это этапы построения, не построения, а создания вот этой данной работы. Вот. Глориоза Ротшильда. Это такое растение, которое растет в тропиках, в Азии и в Африке. Вот в тропическом лесу. У вас так получилось, что вы его написали? Это, конечно же, по фотографии, потому что оно уже сейчас выполнялось, да. Вот, значит, получается, каким образом? То есть, про растение немножко расскажу. То есть, это растение, получается, у нас растет в Африке и в Азии, в тропическом лесу, и оно ядовитое. И сейчас, конечно, биологи культивируют, чтобы можно было такое растение сажать, допустим, дома, ну, то есть, оно немножко, там разные подвиды есть, но именно это растение характерно тем, что у него лепесточки где-то достигают около 8 сантиметров, листья достигают до 10 сантиметров в длину.
Вот, и у него красивые, интересные, яркие Соцветия. да, соцветия очень. Так, и тут этапы построения. То есть первым делом, конечно же, мы, то, что я говорила, мы рассматриваем детально весь цветок, и потом уже карандашом на листе бумаги отмечаем, как он будет у нас располагаться. То есть линию ведем и формируем тонкими линиями, как будут располагаться цветы, тычинки и листья. Ну, вот здесь тоже вопрос для тех, кто, допустим, не занимается, это проблемная ситуация, потому что распределить объект в листе есть некие закономерности. О каких закономерностях нам необходимо здесь, в общем-то, сообщить? Ну, я вот буду как раз сейчас на мастер-классе показывать. То есть тут можно использовать рамку сечения по горизонтали, по вертикали 4, ну, то есть 4 квадрата мы будем делать. И размещать уже, ну, вот на основе вот этой сеточки. То есть все-таки центр Да, листа. центр Я будет говорю, находиться. что композиция у нас будет в центре листа. То есть нужно сделать таким образом, чтобы наши объекты не подходили к краю листа. Да, краю листа. Вот это, ну, это как раз на практике я буду показывать. Так, и дальше у нас идет, ну, здесь идет заливка сначала, получается, я делала заливку самого ствола и растения с помощью разных техник. То есть первая была, это вот то, что я говорила, заливка, а потом уже листья делали с помощью лессировки. Но только вот здесь вот момент, когда вот еще немножко слой не успел просохнуть, и получилось, что здесь размытие. Так, дальше уже следующий этап – это прорисовка цветов, самих листьев, лепестков, и техника использовалась алиприма. Вот здесь. Ну, тут уже конечный вариант, то есть тут уже доработка была. Вот. То есть последний этап можно взять более тонкую кисточку, да? Да, И собрать, собственно, как мы говорим, собрать изображение. Это можно при помощи какого-то одного цвета, в данном случае. Ты сейчас за компом? Вот я сейчас начал эфир, добавь, пожалуйста, в видеозале, получается, в раздел. Да, изменить этот ключ видео измени. Получается, мероприятие сейчас, которое должно идти, называется 18 числа, оно называется по французскому языку что-то. В видеозале, видишь? Да, вот в... Я уже начал эфир. Давай. Да, сейчас пофиксим. Это что-то глючит YouTube и какие-то... Ну, в общем, сейчас костыли переделаем. Все будет работать. Экран также будет, Да, все тут идет. Представляете, сейчас она реально там сейчас добавит видео. Представляете, пожалуйста. Мы сейчас, когда она пойдет, мы увидим. Что-то не будет. Да, ты добавил? Ты изменил, да? И то они уже выставили. Предварительно, да. Они уже вам свои видят. Да. Ну, а я нажал начать эфир. Подожди. Я и в OBS нажал. Начать трансляцию. Получается, в OBS это я как ключ никакой не добавляю или какой добавляю? Ссылки и ствол, и вот эта часть листа, вот веточка у него, в моем случае она отходит в сторону, то есть она не прямая, такая вытянутая, да, она у меня немножко уходит в сторону. Поэтому здесь я также буду в верхней части листа сделаю на себе разметку, небольшую черточку поставлю для того, чтобы мой рисунок не упирался прямо в край листа. И также делаю в нижней части, чуть-чуть побольше, оставляю место от нижнего края листа, для того, чтобы мой часть веточки не уходила, также не упиралась в край листа. И то же самое я делаю с левой и с правой стороны. Вот. Отметила себе, сделала такие маленькие точечки, для того, чтобы вот в этой области я буду прорисовывать, делать рисунок листочка. Так, и дальше. Значит, здесь у меня кленовый лист. Так. Провожу вертикальную линию, вот так примерно.
вот мой листик, посмотрите, получается, что по пропорциям, он занимает у меня, ну, чуть больше половины, чуть-чуть больше, чем вот эта веточка. Поэтому вот у меня верхняя часть листа, здесь будет примерно нижняя часть листа. То есть я чуть пониже спускаю. Вот здесь у меня линия будет осевая, центральная, вертикальная, а корешочек у листочка я немножко увожу в сторону. То есть такая дуговая линия образуется. Дальше от соединения, вот место соединения листочка с веточкой, на котором она крепится, этот листик, здесь расходятся у меня прожилки влево и вправо. Их две, то есть одна подлиннее и две поменьше. Вот в сторону отвожу. Так, и еще дополнительные нижние веточки тоже также в сторону отвожу. Так. Если у вас, например, листья вишни, там, соответственно, немножко попроще, да, то есть вертикальная линия. Обратите внимание по размеру, сколько у вас будет корешочек, веточка занимать место. И потом делаем уже обрез самого листочка. Так, и прорисовываем, детально просматриваем внимательно, как выглядит сам кленовый листик. Вот в моем случае кленовый листик. Я стараюсь передать полностью форму этого листочка. Тоже сильно карандашом я не нажимаю, потому что действительно акварель не любит карандашные линии, такие активные. Поэтому вот если мы занимаемся в практике художественной школы, я, допустим, рекомендую вместо карандаша использовать синюю-голубую акварель. Акварель. Потому что это пространственная акварель. Даже если вы делаете рисунок акварелью, он потом уйдет в цвет. И эти контуры видны не будут. Но кто привык к карандашу, конечно, есть смысл делать карандашом. Хотя вот интереснее, собственно, конечно, делать не карандашом эту работу, а краской. Да, кисточкой. В принципе, наверное, есть смысл приучить, даже начинающих приучить к тому, что крепость руки формируется вот именно. Не надо бояться, что у вас не получится, вот так мы можем говорить, да? То есть не надо бояться, что у вас вдруг что-то не получится. Для этого существует возможность поправить в этом плане. То есть всегда можно как-то, даже голубая акварель, она тоже дает возможность немного поправить рисунок, даже если вдруг с первого раза ничего не получилось. То есть вот такой вот интересный ход, да, который мы идем. Так, немножко, я думаю, для того, чтобы зрители могли видеть то, что вы делаете, сделайте пожестче, пусть это будет видно, потому что зрители, они не видят, что происходит. Хотелось бы, чтобы... Ну вот я сейчас контур как раз обвожу, вот. То есть хочется, чтобы они увидели, какой, собственно, получается результат, и как этот результат получается в системе вот листочка. Я сейчас покажу тоже свой вариант. Я, собственно, это тоже делаю. И ну, немножко не так, как Светлана Николаевна, я все-таки делаю по-своему. Каждый художник делает по-своему. Я показываю листик, показываю листик и показываю рисунок. Дело даже не то, что каждый художник, а дело в том, что кто как привык. Вот. Есть люди, которые в первый раз рисуют, поэтому тут немного сложнее бывает. Есть люди, которые постоянно этим занимаются, им полегче. Так, ну вот, надеюсь, что видно будет. Так, наверное. Давайте я поближе немножко покажу, чтобы зрители могли увидеть рисунок. Вот он идет, форма листа. Думаю, что и прожилочки видны. Наверное, есть смысл сказать, что у кленового листочка есть прожилки, которые, собственно, и определяют, наверное, вот эти острые, красивые края и верхушки обриса листа. То есть, когда мы рассматриваем ботаническую иллюстрацию,
нам нужно рисовать не абрис, наверное, не края, а скорее всего правильно рассчитать, Как идут прожилочки внутри да, листа. направление. Вот Да. они идут как раз из центра, то, что вначале тоже То есть, говорила. в принципе, надо начинать именно с С них. анализа этих Да. прожилок. И тогда приходит понимание, почему именно такая форма у кленового листа. И она, почему природой у нас задается такая форма. Мгм. Так, ну вот рисунок сам готов на листе. Теперь можно уже приступать к работе с красками. Акварель у нас нужно обязательно намочить сначала для того, чтобы... И, конечно, мы будем пользоваться той палитрой, которую мы уже оговорили ранее. То есть, получается, в данном случае, то, что у меня кленовый лист, здесь буду использовать охру, желтую краску, золотистый, желтый, красно-коричневый цвет. И у меня еще есть такой цвет, такой зелено-коричневый, он тоже здесь присутствует, можно будет его добавить. Так, если кто вишневые листочки использует, там можно брать еще дополнительно красную палитру, то есть красный цвет. Красную краску. Да. Так, ну вот, конечно же, надо будет намочить. Проплав можно будет взять, можно взять вот красную охру, она тоже подойдет. Есть такой набор красок. Хотя у нас набор красок самый школьный, у нас какие цвета? Желтый, Красный, лимонный, зеленый. красный и зеленый. То есть, собственно, выбор-то Ограничен, не да. такой большой. Это может быть даже и плюс. Зато можно намешать. Да, то есть их можно смешать, получать более сложный акварельный цвет. Так, ну, техники, вот здесь я не использую технику по сырому, то есть вот в данном случае и, ну, в своих иллюстрациях. Значит, буду смотреть на свой листочек и подбирать палитру сейчас. То есть я уже намочила краски, они стали у меня активными, и подбираю основной цвет самого листа. То есть основной у меня получается такой охра. И вот здесь, в этой части, то есть в средней части листа, здесь уже добавляется вкрапление коричневого, темно-коричневого, и немножко на корешочек у меня уходит такой красно-коричневый оттеночек. Вот здесь, ну да, то, что листочек крепился к веточке, здесь еще добавляется, то есть если мы внимательно все рассматриваем, то тоже снова добавляется желтый цвет. Итак. Лишний раз мы подчеркиваем о том, что нужно внимательно рассмотреть опять образец. Да. То есть мы к образцу обращаемся постоянно. Постоянно, потому что это, еще раз повторяем, что это работа с натурой. То есть здесь иллюстрация ботаническая, ну, как бы характер ее в том, что нужно обязательно детально передать все, что есть на натуре. Иначе это уже будет... Не ботаническое. Да, не ботаническое. Это можно назвать там скетчем, как угодно. Да. То есть каким-то эскизом. То есть все-таки ботаническая иллюстрация, она определяет именно степень наблюдения. Да. И вот сейчас я использую, получается, равномерно стараюсь провести заливку данного листа. Заливку тоже. Вообще акварелью надо работать быстро, чтобы она не успела высохнуть. Вот, чтобы не было потом разводов таких не очень красивых. Ну, например, если мы делаем такую заливочку. И бывает так, что потом очень трудно исправить это все. Да, ну и, конечно же, еще хотела сказать немножко о бумаге, потому что, ну, например, я работаю с детьми и со взрослыми, и вот бывает так, что, например, я говорю, что нужно принести акварельную бумагу, и, ну, бывает так, что не приносят акварельную бумагу, а приносят простую. И не получается потом тех эффектов, которые хочется передать именно в акварели. Вот. Обязательно тоже при работе с акварелью пользуйтесь акварельной бумагой, потому что она... Особенность этой акварельной бумаги можно рассказать о ней? Ну, она, во-первых, пористая, очень много удерживает слоев воды. Если, например, нам нужно сделать несколько там заливок разных, дает переходы, пушистость, например, да, вот в самой работе. И она очень плотная. И плотная, да, то есть она не дает... Ну, там, конечно же, ее нужно закреплять, чтобы она у нас не скручивалась.
Вот. Техники, методы закрепления разные бывают. Вот, поэтому... Я еще забыла сказать, когда представляла Светлану Николаевну, собственно, она является руководителем изобразительной студии Fox Kitty. Вы просто немножко рекламу сделайте самой этой студии, потому что я забыла об этом сказать. И, честно говоря, подумала о том, что надо было бы об этом сказать. Поэтому, Светлана Николаевна, немножко о своей студии. Ну, Несколько слов. Студию я свою открыла, получается, в 2016 году. Я, то есть, набрала всего 2 группы, ну, если коротко так, немножко о ней. Вот. Это была у меня группа одна была по рисованию, вторая группа по мультипликации. Ну, она вторая появилась чуть позже. Вот. Сейчас, конечно, у меня основной упор идет на рисование, потому что, ну, как-то людей, желающих рисовать, очень много. Вот. Оказалось у нас в городе, да? Да, поэтому сейчас как бы больше рисования. Ну, мультипликация она присутствует, но уже не в том объеме, как было, например, в прошлом году. В этом году поменьше. Вот. И в студии у меня занимаются как дети, так и взрослые. Дети от 5 лет, взрослые до старости глубокой могут приходить. То есть любого возраста. Да, любого возраста, да. Вот. Есть также некоторые абитуриенты будущие, то есть приходят подготовиться, например, к поступлению в какой-либо вуз, там, например, на разные факультеты, там, дизайн, архитектуры и так далее. Такая консультативная форма работы, да? Даже и практическая работа. Но практическая, она, я имею в виду консультативная, хотя выполняются практические работы, но это работа консультативного характера. Даже есть желающие, ну вот у меня есть девочка, которая готовится поступать в архитектурный, и я ее готовлю по черчению. Вот. Даже так? Да. Видите, как востребовано у нас черчение? У нас школа черчения мало. Мало, да. Вот у них нет, поэтому вот они обратились, и сейчас девочка занимается, выполняет задания. То есть это не государственная школа? Да, не государственная. Так, сейчас вот основной тон набран. Сейчас буду добавлять дополнительные оттенки, которые присутствуют на вот этом листочке. То есть сейчас я вот в основной цвет в охру. Вот охра, я использую охру золотистый, желтый. Чуть-чуть буду добавлять коричневые такие оттеночки, светло-коричневые. Так. Сравниваю обязательно оттеночек, который у меня есть на листочке. И формирую кисточкой небольшие такие цветовые пятна. Да, стараюсь сразу же тоже водой чуть-чуть размывать. Каким образом, почему именно здесь вот наносится вот это пятнышко, с чем это связано? Так, ну я его просто вижу здесь. То есть он здесь непосредственно да, на листе, на листочке, на котором у меня... На кленовом листочке, который мы наблюдаем. Да. То есть нам надо там получить оттеночек не такой желтый, как кажется на первый взгляд, а более сложный, да? Более сложный, да. Для этого можно смешать какие-то другие цвета. Ну, можно добавить, наверное, кроме коричневого, еще немного зеленого. Несмотря на то, что там зеленого нет, но для усложнения, наверное, цвета можно. Да, можно добавить. То есть получается, что мы не зря назвали те цвета, да, набор тех цветов, которые прозвучал в самом начале, потому что многие почему-то боятся их смешивать. Да? То есть появляются страхи в смешивании этих красок. А нужно не бояться. Чаще всего они и есть, эти страхи. То есть при работе уже тоже с учениками, вот опыт есть, поэтому, да, многие боятся смешивать, начинают работать сразу чистым цветом, то есть тем цветом, который они видят в красках. То есть вот как раз основная проблема именно в подборе цветовых отношений, пятен вот этих. То есть боятся люди смешивать. Ну, и не везде, конечно, да, но вот и самое главное, что сейчас вот в первом этапе мы видим работы, то, что найден контраст между чем? Между фоном листа и самим листочком. Да. Сейчас идет уже детализация, доработка. Доработка, да. Еще будет дополняться дополнительные, еще будут оттеночки дополнительные. То есть здесь уже сейчас как бы второй слой, скажем так, этой работы. Это прием уже лессировки, да? Мы должны прокомментировать, что вот сейчас методом лессировки мы усложняем основной цвет листка. Да. Усложняем. Хорошо. Я, честно говоря, немножко по-другому
делаю ботаническую иллюстрацию, у меня свой немного метод. Я просто для наших слушателей, да, говорю, слушателей, это те, кто нас смотрят, просто есть несколько способов, да, то есть у каждого учителя есть свои приемы обучения. Вот. И вот в данном случае Светлана Николаевна говорит о лессировке. Да, я сейчас потом покажу свою работу. У меня не лессировка, у меня идут заливки. Да, заливки. То есть можно, в принципе, сравнить, чем отличается техника лессировки от техники заливок. Да? Вот просто для сравнения сейчас тоже покажу, чтобы можно было вам увидеть, что наши рисунки отличаются. Да. Наши рисунки отличаются. Вот, по секторам. Света побольше и желтизны побольше. Да. Вот ты сейчас коричневый пустила, да? В коричневый добавь желтого, чтобы они слились между собой, вот эти желтые коричневые, по насыщеннее желтый. Тогда он даст активность тону. То есть работа, она интересная, но она очень внимательная. Да. И она очень по времени достаточно затратная, длительная. Возможно, что мы даже, наверное, наша-то задача, что? Может быть, даже не успеем закончить, потому что у нас всего лишь час. Но, думаю, какую-то часть работы мы все равно покажем. Так ведь? Да? То есть цель мастер-класса может быть не совсем закончить работу, сколько показать приемы. Да. Показать приемы, да. И в этом-то суть, в общем-то, самой работы. Хотя сегодня актуальные мастер-классы, которые мы наблюдаем в системе интернет, да, то есть они могут быть и 3-часовые, и 2-часовые, да, то есть полностью показывают длительную сложную работу от начала до его завершения. И, собственно, наверное, это можно делать, когда есть время, да, когда есть время. Наша задача, конечно, здесь на мастер-классах это больше методического характера, то есть дать прием, рассказать, что это за техника, как ее можно применить. А вот в рамках общеобразовательной школы, Светлана Николаевна, вот такой вопрос. В общеобразовательной школе возможна ли такая форма работы? Я знаю, что вы работали в школе. Ну, в рамках урока за 40 минут, за 45 минут. Ну, ботаническую иллюстрацию можно, конечно, рассказать о ней. И именно о ботанической иллюстрации, либо о техниках. А ботаническая иллюстрация? Можно рассказать, ну, конечно, по времени это долго будет, да. Можно сделать просто уже, вот если там есть там задания, которые даются, например, прорисовать. Не прорисовать, а, например, кленовые листики. Там, а по внеурочной? А внеурочной можно. Да, то есть они, скорее всего, такие материалы подойдут для внеурочной работы. Потому что в рамках урока это очень... То есть такая работа пойдет с детьми, которые более заинтересованы, да, в освоении данных вот этих. Ну, вообще и любят рисовать, и любят. А вот, Анна Витальевна, а у вас, вот как вы думаете, прошла бы это такая работа во внеурочке? Во внеурочке, да. И, в принципе, на уроке можно, но не сложные листья. Несложные листья, да? Несложные. Во-первых, убрать зубцы. То есть не кленовый лист? Не кленовый лист, это однозначно. Березовый, он проще и интереснее, желтые, зеленые оттеночки, пятнышки. То есть вот за урок березовый лист, березовый, осиновый. Можно сделать. Можно сделать, да. Они более простые по листовой пластинке. И ну, должны мы сказать, что такие задания мы даем. Да. Мы такие задания даем у нас, потому что есть даже тема урока рисования листа. И эта тема, она есть в детских художественных школах, да, когда мы только начинаем осваивать саму технологию акварельных красок. То есть вот просто мы сейчас разговариваем о связях, да, какие вот реальные связи есть с общеобразовательной практикой, со школой. И то есть вот это задание можно применить в школе. Оно учит терпению, учит внимательному отношению к тому, что ты делаешь. Ну, собственно, наверное, еще чему-то учит. Усидчивости. Усидчивости, да.
Да, да, Ир. Но еще немножко вот тоненькой кисточкой прожилки. Прожилочки. Пока не просохла еще краска. А там контур такой темный есть, да? Может быть, его немножко Везде. размыть? Чуть-чуть, Да, да, вот, очень вот тёмный, размыть. мне кажется. Чуть-чуть не водичкой, а желтым цветом. Желтый тут это добавляет. Ну, вот у меня, например, лист попался, он больше на гуашь подойдет, чем на акварель. Очень графичный. Да, здесь Можно можно тоже технику посмотреть, чем можно. решать, да, на листе, либо это, ух ты, он Он вообще графичный такой. интересный, у него узор идет. Очень. Либо тут использовать просто лессировку долго, правда. Вот очень Да. долго, да. Долго. Очень длительная послойная живопись пойдет. Мгм. За вот это время, в принципе. Вот, который нам дает сейчас на мастер-класс, мы не успеем, да, закончить. Ну, так, основные какие-то особенности листа можно дать? Ну, это говорит о том, что мы здесь собрались профессиональные, как специалисты, видим характер работы. Но у нас есть человек, который никогда не обучался, да? Ну вот не торопись, да, не торопись. Все, оставь, немножко только желтенький добавь. Желтенький, прям пока течет краска. Потому что очень он эмоциональный получился лист. Вот, Но он мало похож на ботаническую. вот, Вот это надо просушить. ага. Вот я сейчас делаю тоже еще второй, как бы третий слой получается такой заливочки. Ну, не заливка у меня будет, получается, лессировка. Вот, другим немножко оттенком уже дополнительные здесь использую. То есть я в своей палитре использую охру, золотой, коричневый, светлый. И еще уже добавила немножко розовый, такой темно-розовый цвет. И у меня есть здесь, так, вот тут сложный цвет, я посмотрю. Так, по-моему, так, ну не индиго, по-моему. Ну, какой-то синий оттеночек я добавила, чтобы получить вот, ну, такой же коричневатый такой тон. Вот, и он тут просится. И вот поэтому я еще добавила вот немножко синенького, чтобы он подошел. Получается, что одним цветом-то как раз и неинтересно работать. Да, да, да. Здесь вот интересно. Есть такая, помнишь, как я говорю, остановиться. Пока не может, не остановиться. Вот эти прожилочки, которые ты делал зеленые, немножко перевернуться. Вот такая, она течет, видишь, продолжишь. Ну, вот твоя задача сейчас выдержать вот момент, чтобы у тебя просох первый слой. Да? Потому что ботаническая акварель нужно подсушить. Да, чтобы у нас не отключилась трансляция, чтобы работа шла к этому времени. Ну что, надо, собственно, уже, мне кажется, детали вам вводить. Да, сейчас вот тут я немножко еще быстренько добавлю вот эти пятнышки и буду вводить детали. Потому что без деталей это как раз тот эффект ботанической иллюстрации это как раз и не будет, да? Да. Так, и быстро корешок делаю. Корешок у меня, значит, использую розовый цвет, оттеночки здесь розового, темного. Так, также цвет, который идет у меня зелено-коричневый, темный такой и темно-коричневый. Вот такие оттеночки использую на веточку. Вот. И этим же цветом буду делать прожилки. Звенит, как будто отключение идет. Да, мышку, наверное, задевает. Мышка? Не знаю. Я задеваю, вроде меня не задеваю. Так. И нижняя часть у меня корешочка, веточки, вернее, которая куда крепится, тоже добавляю желтый цвет, потому что там такой желтый, зелененький даже можно оттеночек добавить. Вместо крепления веточки. И потом я меняю кисточку на более тоненькую, и здесь сейчас буду прорисовывать прожилки. Использую, получается, тоже розовые оттенки, темно-розовые. Так, немножко синий и темно-коричневый цвет здесь. Ну, вообще, конечно, скажем, что занятие увлекательное. То есть, когда ты первый раз берешь акварель, понимаешь, что ты еще не готов, собственно, к ней.
То есть вот это все делать, а вот когда ты уже и не первый раз пишешь, то тоже для себя находишь какие-то новые грани в этой ботанической живописи, потому что она учит терпению и учит внимательному какому-то вот отношению к тому, что ты делаешь. То есть мы всегда говорим, что изобразительное искусство — это все-таки внимательное наблюдение, да? Да. Вот как раз цель, наверное, вот этого иллюстрирования — это приучить Наблюдать окружающий да. мир, наблюдать, Ну и любить тот же самый мир, окружающую природу, ценить его, беречь его. беречь, да. Цвета вот эти природные, видеть красоту. То есть ну, каждый раз вот так удивляешься, как вот природа могла придумать те или иные цвета, оттенки, переходы. И именно в самом одном объекте даже, Да. не в дереве, а именно даже эти переходы ты видишь в одной даже травинке обычно Да. бывает. Что в одной травинке бывает такая сложность переходов цвета неожиданная, которую ты в быстроте нашего времени можешь даже просто не увидеть. Угу. То есть это очень важно именно так, через систему вот таких наблюдений. Вот я когда делаю вот эти тоненькие прожилки, вот сейчас вот на листочке, стараюсь не делать прям ровные линии, стараюсь немножко, чтобы они слегка кривенькие были, волнистенькие, то есть где-то прерывистые. Почему? Ну вот я просто на свои листочки вижу, что они не такие. Вот если на оборотной стороне, вот просто у меня, я рисую, получается, с тыльной стороны. Так, да, правильно сказала. Вот, то есть они у меня не такие четкие. Нет, потому что надо сказать, что в природе правильного-то ничего нет. Да. Так ведь? А на обратной стороне эти прожилки, они как раз более четкие. Но и то, все равно, если присмотреться, тоже все равно немножко кривые. Нет, просто сама природа, природная форма, она не имеет геометрических правильных форм. И когда мы стремимся показать слишком правильную форму, мы уходим от самого природного восприятия формы. А хочется, чтобы Да, это было... как раз это. Можно такое делать, но это очень активно применяется где? В дизайне, в графике, может быть. Да, там такие вещи допускаются. Вот. А, конечно, вот в живописи хочется, чтобы это было более нюансно, как мы говорим. То есть с перехода на нюанс, плавные переходы, плавные изменения. Я хоть и все запомнила, но у меня еще вот не так быстро работа идет. Я сейчас опять же покажу фрагмент своей работы. Не то, что делает Светлана Николаевна, у нас немножко отличаются рисунки. Так, вот у меня я только залила форму. Вот я только залила форму. То есть у меня только вот условно, скажем так, сделан один этап. А у Светланы Николаевны уже идет последний этап, уже детализация. Ну, я тороплюсь, потому что... Ой, замечательно, какой у нас Да. появился. Давайте мы Прекрасно. покажем. Давайте мы покажем. Потому что у нас Анна Витальевна тоже выдала замечательную работу. Вот если ее присмотреться, посмотрите, какой... Просто полюбоваться листик какой получился. Просто полюбоваться. Замечательный, красивый. Очень неплохая тоже заливка идет у Ирины. Вот мы тоже показываем, что у нас все-таки работа ведется, и очень неплохая работа ведется. Но это надо немножко подождать. Ей надо взять тонкую кисточку. Сейчас такие же детали, собственно, проделать. Вот могу дать. Тоненькой кисточкой. Тоненькой. Детальки по краю пройтись и прожилочки порисовать. Да. Какой у нас полный мир, наполненный мир. У нас, к сожалению, не так много участников очного этапа, но я надеюсь, что у нас есть участники трансляции.
Мы согласны с тем, что в наше динамичное время найти Время. время на такую работу в рамках рабочего времени это очень тяжело. Да, поэтому мы специально перевели эти мастер-классы в область трансляции, чтобы вы могли эти занятия посмотреть как можно больше людей. И в удобное время, в удобном месте. Да, и Да, к ним можно вернуться и в любое удобное время их посмотреть. Это как бы и плюс, и в то же время минус одновременно. Потому что плюс то, что можно посмотреть вся дома, на диване, выполнить работу. Но минус в том, что, например, если нужна помощь специалиста, Учителя. да, учителя, то уже здесь проблематично. Особенно если кто рисует первый раз. Мгм, мгм. То есть можно сказать, что вот электронная форма, она как бы имеет свои плюсы и свои же Да. минусы. Я как раз имела опыт тоже работы как раз удаленно, дистанционно. Вот помните, я рассказывала про тьютор онлайн, там занятия вела. То есть там тоже плюсы есть и также минусы в этой работе. Когда особенно обучаешь рисованию, например, дистанционно, там, например, у тебя ученик с другой стороны, вот, и хочется, вот говоришь словами, как вот это сделать, показываешь, потому что камера установлена, все видно, но ученик не понимает. То есть иногда нужно просто подойти, показать, тогда вот сразу как-то схватывается. А тут удаленно не можешь подойти и объяснить, показать. Да и в наглядно. руки кисточку Да, взять в не руки, сможешь, чтобы да, показать, да? Даже элементарно руку ребенка взять, чтобы показать, вот как должна работать рука в этот момент. Вот в этом минус, конечно. Да, здесь я думаю, что мы как специалисты с этим согласимся, да? Да. Потому что как раз иногда бывает показ учителя, как поправить работу, бывает нужен эффект Просто успеха. даже как кисточку взять в руки. Да, вот, потому что вот проблема понятно. сейчас у детей, как Как задержать даже кисточки. Краску набрать на кисточку. Да. То есть полностью не переходите. Мы, в общем, даем тут как профессиональную такую рекомендацию, да, о том, чтобы вот онлайн-уроки, да, они хороши, они позволяют их использоваться, но Особенно те, кто начинающие, лучше взять уроки у специалиста, то есть позаниматься с преподавателем вживую. Ну и даже думаю, что иногда и людям уже с опытом тоже иногда полезно друг друга поучиться, да. Потому что, ну вот, все равно вживую, вот я уже в этом убедилась, это другое. это другое. Это и общение, и как бы перенятие опыта, и много всего интересного. Да, вот, Анна Витальевна, у нас есть время такие вот внимательные зарисовки поделать? Наверное, нету, да, в реальной жизни? Мы когда учились, нам преподаватели специально давали такое одно задание осенью. Как раз было задание как можно точнее и реалистичнее Передать. передать. Вот. Я с таким заданием не сталкивалась, но я знаю, что в практике обучения как раз и когда даешь такое задание, то есть это цель именно внимательного изучения, Как да, раз одно из самых важных умений — умение видеть. наблюдать то, что ты делаешь. Поэтому тоже даешь такие задания, потому что, ну, по-другому ты в себе вот это чувство наблюдательности не сформируешь. То есть это Цвет, пропорции. Здесь, конечно, если вот все вот детально рассматривать, еще более подробно, вот сейчас я уже на сеточку, вот прорисовку мелких прожилок перехожу, то, конечно же, вот если вот так работать, все эти мелкие, не хватит времени. То есть еще долго и Еще долго. долго и долго, да. долго и Поэтому я долго. только так основные где-то вижу, вот крупные элементы вот добавляю. Потому что здесь даже прожилки, они имеют разные оттенки. То есть я сейчас уже не вот этим красным таким коричневым цветочком работаю, то есть я уже опять на охру перешла и добавляю вот эти цвета, где у меня... То есть чем больше вглядываешься в листик, тем больше деталей начинает открываться. Да.
То есть, если первоначально ты вроде как бы не видишь, ну что там, желтое и желтое, да, но когда начинаешь работать более внимательно и более детально, открываются для тебя еще новые грани цвета и новые грани формы. Формы, да. Новые грани цвета и новые грани формы. Соглашусь с этим, потому что, да, и какие-то детали становятся более понятны. И складывается система. Обычно очень тяжело листочки пишутся. Такая, на первый взгляд, кажется, что тут такого сложного, да? На самом деле понять ритм роста листа. Как раз, кстати, это очень полезно вот даже тем ребятам, которые учатся, допустим, на химбиле. Посмотреть. Да, посмотреть, как происходит, собственно, рост. Потому что по прожилкам можно увидеть, как растет лист и как растет дерево. Да. То есть это тоже один из элементов исследования. Можно использовать как... Вот иногда возникает вопрос, какую исследовательскую работу провести в области изобразительного искусства, да? А вы возьмите ботаническую живопись. И вот вам, пожалуйста, проект, да? Соедините, сделайте альбом гербарий, и у вас будет такой исследовательский путь у ребенка пройден невероятный. Так что вот вам, пожалуйста, еще идея, собственно, к проектам, да, к проектной деятельности, которые идут. Так, ну я вот думаю, что все-таки время уже идет достаточно. Я думаю, все-таки какие-то последние штрихи. Сейчас вкрапление еще красненькие добавлю, вот тут такие маленькие точечки. Потому что давайте как-то вот подведем, собственно, итоги нашей работы, потому что работы, собственно, все равно они уже у нас как бы получились. Получились, и работа сделана, мы вам их можем продемонстрировать, эту работу. То есть можно еще раз просто немного резюмировать сам характер работы. Ну, значит, для ботанической иллюстрации вы должны в первую очередь располагать временем, потому что это длительная работа и исследовательская работа. Конечно же, нужна натура, то есть обязательно с чего-то, да, с какого-то. Она должна вызывать эмоциональный отклик, да? Да, интерес. Но так как сейчас в современном мире вот немножко границы расширились ботанической иллюстрации, то есть это не прям совсем вот как было раньше, да, что вот мы прописываем там, например, название стебельков, там листиков, лепестков и так далее. Это тоже можно делать, если потому что у нас есть фотографии. Да. То есть, если, например, какой-то экзотический цветок вам понравится, и вам очень захотелось его нарисовать, в принципе, можно и фотографией воспользоваться. Вот. Но тогда ее тоже нужно детально рассмотреть внимательно. И следующий момент, конечно, подобрать выбор материала, чем вы будете работать. Акварелью, карандашами цветными, там, различными маркерами. Сейчас, потому что большой выбор графических средств, ну, то есть живописных средств для работы. И уже можно смело приступать к выполнению рисунка. Так что вот можно уже продемонстрировать, у кого какой у нас объект получился. Все-таки я обращаю внимание, что очень много зависит от характера рисующего. Он проявляется в ботанической живописи, он проявляется, наверное, в полной мере. Потому что длительная работа, она говорит что-то о твоем характере. То есть, когда вы работаете с детьми, то можно как бы даже о характере ребенка что-то сказать. Когда... Усидит, не усидит. Да, то есть усидит, не усидит, или, скажем, интересно ему или интересно, но, наверное, все-таки, если интерес есть, он сделает вам работу. Но если он совсем уж живчик, да, ему будет очень тяжело. Да, тяжело видеть, изучать, тем более, что дети не особо, нет, не в этом дело. Они, может быть, родители не учат. Вот меня родители очень всегда, когда мы гуляли, всегда обращали на какие-то детали, на какие-то элементы. Сейчас родитель сам проходит мимо и не видит того, что рядом. И у ребенка нет умений и навыков наблюдать, видеть. Смотреть, да. Если 10-классница спрашивает, задает вопрос, а воробьи это
птенцы голубей. Ну, наверное, уже. Надо задуматься, Да. насколько она знает биологию Да, и и если ботанику. дети подходят к искусственной елке и спрашивают, она настоящая, это мне тоже становится довольно-таки страшно. Да, страшно. Да, и когда смотрят на кролика и спрашивают, а что это за порода хомячка? А это уже становится просто жутко. Это жутко становится. То есть надо разговаривать не только с детьми, но и взрослым самим иногда почаще выходить и наблюдать за природой. То есть давайте зададим себе вопрос, когда вы последний раз на небо смотрели, да, когда вот очень жестко, Ира, немножко помягче, контур, мягче, ближе к тому цвету, который близко. Все, я считаю, что я закончила. То есть мне как бы... Ну, я вот уже тенечки. тоже усиливается такая фон, да. То есть у нас получился такой достаточно интересный разговор сегодня в рамках мастер-класса, да? Да, мы покажем то, что вот получилось у самого мастера. Вот у нас такой получился листочек поближе, чтобы можно было посмотреть. И, наверное, его можно сравнить, да? Давайте я вот именно вот так, потому что та сторона у меня не с такими яркими прожилками. Вот, пожалуйста, показываю вам листочек и саму работу, да? То есть вот и покажу свою работу, которая получилась, она очень отличается, скажем так, вот, пожалуйста, вот такая, она сохраняет, конечно, акварельность, но, наверное, до ботанической мне еще надо расти, дорабатывать, очень с точки зрения ботанической живописи сделано замечательно. Листочек надо еще показать. Да, у Анны Витальевны. Сложный листочек. Такой сложный у нас листочек был. То есть мы показываем специально, чтобы вы могли видеть, что это не ушло от реального образца природы. То есть вот как раз мы говорили о масштабе, мы говорили о изменении формы листа. И рядом с нами работает коллега наша, которая познает с нами мир окружающий, да, с удовольствием познает. И вот у нее, можно сказать, у нее опыта поменьше, но мы думаем, что тоже для такой работы сделано просто здорово, да? Просто здорово, молодец, Ира. Такой вот замечательный. Я думаю, что мы, наверное, эту работу сейчас завершим. Пожелаем, наверное, нашим слушателям или зрителям успехов в ботанической живописи. Я думаю, что сегодняшний мастер-класс у нас плавно завершает, собственно, все 4 мастер-класса Чеченского фестиваля. Очень хочется получить от вас обратную связь о результатах наших 4 работ, да, и это можно писать в сообществе предметной области искусства, то есть свое мнение высказывать. Мы будем очень рады этому мнению и поблагодарить Светлану Николаевну за такой вот основательный такой сегодня мастер-класс, такой внимательный. И я думаю, что в полной мере открыта тема ботанической живописи. Спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили провести данный мастер-класс. Очень было приятно поработать, встретиться, повидаться. Да, конечно, это же общение. Это же своего рода общение.